это краеугольный камень не только тибетской медицины, а всей тибетской философии, в том числе и буддийской, всего-всего. С ними вообще есть путаницы из-за перевода. Периодически их путают, может быть, вы слышали, с такими вот как металл, земля, вот эти вот взаимоотношения мать-друг, сын, враг и прочее. Это другое, это не то же самое. По-тибетски они даже называются по-разному. Вот те первые элементы, о которых мы будем все время говорить, это первые элементы по-тибетски называются джунва. Их 5, соответственно. Можно написать? По-тибетски? Лучше по-русски. Как я уже упоминала, их 5. Пространство, воздух или ветер, огонь, вода и земля. И вот эти вот первые элементы, это, конечно же, это не тот воздух, который на улицу дует, и не та земля, которая под ногами лежит. Это определенные, можно сказать, принципы, которые образуют все явления во Вселенной, как внешние, так и внутренние. Вот эти вот 5 первоэлементов, их характеристики, они присутствуют во всем, как во внешних объектах, соответственно, в нашем теле тоже, потому что это определенный объект, в процессах, и также они присутствуют на ментальном уровне, в плане там, переживаний, эмоций, они все тоже подводятся под эти первые элементы, под характеристики. И, в принципе, это как раз и есть та причина, почему мы говорим о взаимосвязи. Раз уж Вселенная и мы сами построены из одних из тех же частей, то понятно, что они друг на друга могут влиять. Если бы мы были из принципиально разных каких-то частей, или там частиц, или чего-то еще, то, наверное, влиять было бы сложно. А так получается, что мы совершенно по природе ничем не отличаемся. И вот это вот очень важно. Сначала существует пространство. Пространство вообще, раз уж оно пространство, оно дает вообще возможность всему существовать. Без пространства ничего бы не было. Понятно, что раз оно пространство, то оно пустое. И вот в этом пустом пространстве в какой-то момент возникает некое движение, которое как раз символизирует этот вот элемент ветра. Поскольку пространство это пустое, может быть, нам это как бы немножко кажется странным, но в действительности так и есть. Например, в сознании все время возникают какие-то мысли. Они возникают, ниоткуда, да, вот она была эта мысль, и она откуда-то вдруг взялась. У нее не потому, что там какая-то была причина или еще чего-то. Также самопроизвольно в пространстве возникает движение. Значит, пока это пространство пустое, движение усиливается, и вот этот вот ветер, говорится, что он разгоняется до уровня урагана очень сильно. И когда этот ветер становится очень мощный, вот эта вот энергия накопленная, она переходит в энергию огня. Похоже, как вот в древности добывали огонь, терли палочки. Как трение. Да, как трение. Терли палочки друг об друга, и возникает огонь. Вот похожим образом из элемента огня возникает элемент ветра. После того, затем, когда этот элемент ветра, то есть элемент огня... Из ветра огонь. Нет, да, мы дошли до огня. Когда этот элемент огня усиливается, он как будто бы плавит все вокруг. И вот это вот получается таким образом нечто жидкое. И нечто жидкое как раз сравнивается с элементом, представляет из себя элемент вода. Опять же, через какое-то время этот элемент воды, он уплотняется, там, не знаю, появляется какой-то осадок, и таким образом появляется элемент земля. То есть таким образом вот эти все элементы друг из друга последовательно возникают. Конечно, это немножко образный пример, к которому можно придираться в плане логическом. Это пример для того, чтобы
ну, как-то легче представить, каким образом они друг от друга возникают. И можно видеть, что эти элементы последовательно становятся все более плотными. То есть понятно, что пространство оно самое пустое, а Земля из них самая плотная. И